Я представляю игру «Бай». Это разработка казанских финансистов. Ее основательница закончила финансовую академию при правительстве России, Институт исламских финансов в Малайзии. И игра по основам финансовой и инвестиционной грамотности. Достигни финансовой свободы, обретя душевное спокойствие. Чтобы не повторять судьбы некоторых наших друзей, товарищей бывших, которые уехали в Лондон и теперь находятся на этой ячейке, основы исламских финансов рекомендуют достичь финансовой свободы, при этом сохранить душевное спокойствие, то есть грамотно управлять своими деньгами. Игра основана на шариатских стандартах. Игра была и в том году уже презентована на этом форуме. В этом году произошли небольшие изменения. Они были чисто формальные. Избавились от кубиков, потому что с точки зрения ислама все-таки это не очень корректно звучит. Теперь это юла. Вот. Рекомендуется игра от 12 до 99 лет, до 6 человек. Затягивает игра. С виду простая, но каждый ход уникальный, как в шахматах. Повторить ход невозможно. И самое, что главное, игра трансформационная. Если, играя в игре, вы достигаете финансовой свободы и душевное спокойствие, скорее всего, и в жизни у вас все реализуется очень удачно. Если вы не удается вам достичь, то стоит задуматься, как принимаете финансовые решения вы в своей реальной жизни. Поэтому рекомендую всем, обращайтесь, находите нас в соцсетях и будете финансово благополучными и душевно спокойными. Но я с этого ничего не получила. Ну, то есть просто... А как мы обычно, благотворительность делаем, да? Не ожидая чего-то, да? То есть оно само должно прийти. Скорее, вот. Причем ты можешь пожертвовать 10, 20, 30, 40, 50% и двинуться на ровное количество по шкале душевного спокойствия. Окей? И твое решение? Вообще нет. Окей, хорошо. Хорошо. Все, да, мы все действия сделали. Обрати внимание, у тебя остался один недозволенный актив в виде автомобиля. Мы тебя по шкале душевного спокойствия двигаем на 1 единицу назад. Все, прекрасно. И так. Это к тебе. Хорошо. Бросай прям так смачно бросай его. Прям в меня давай. Двоечка. Рядышком как раз садишься на возможность. Подвину. Давай. Возможность у тебя. Держи. Напомни, как тебя зовут? Анастасия. Так. Ну что, зарплату себе начислила? Помните, схема у нас стандартная. Избавляемся, если есть необходимость, от недозволенных активов. Если желаешь. Да, окей. Далее, у тебя возможность. Дмитрий, поставь, пожалуйста, нам новую возможность. Уважаемые участники, посмотрите, пожалуйста, на меня. Кто меня видит, руку поднимите, пожалуйста, участники. Отлично. Смотрите, изменения на маркете будут происходить вот здесь. Раз у нас, да? Раз, два, три и четыре, да? То есть сейчас стоит делать какие-то действия, потому что очень скоро будут изменения на маркете. Окей. Так, и... Смотри, ваш друг, не факт, что друг, да, возможно, в кавычках, да, сразу я тебе говорю, предложил вам стать партнером программы по быстрому заработку «Лирика». Ничего не напоминает? Очень близкое название, да, такое. Вот. Данная компания, уже сразу тебе написано «Финансовая пирамида». Смотри, ты можешь вложиться по $100, да, в любое количество денег. Гарантированная доходность по этому инструменту 500%. Как ты вообще к таким инструментам относишься? Не вкладываться. А почему? 500%. Представляешь, смотри, будешь приходить дивиденды и сразу получишь 600. Смотри, Раул такой, да, надо брать. Не факт, да? Действительно не факт. И обратите внимание, если мы говорим даже, многие говорят, да, вот финансовая пирамида, пойду вложусь. Но здесь есть гарантированная доходность. Если мы говорим вот вообще в принципе про исламские финансы, как минимум гарантированная доходность уже должна отпугнуть, да, в данном случае. Окей? Дмитрий, сделай, пожалуйста, реверс. Смотри, если ты покупаешь, то ты двигаешься на -1 по шкале душевного спокойствия. Окей, ну и значит, пока эту позицию остановили, все, в принципе, больше ничего не делаем, да? Окей, хорошо. И у нас... Он уже все купил, продал, пойдем. Давай, вставай, нет, нужно сюда прям. Сейчас мы пойдем сильно быстрее, у нас первый ход, пока мы разогреваемся. Сколько у тебя там?
Ты у нас, ну, садись рядышком с Анастасией. Вот, и вперед девушки прям сядешь. Нет, я все-таки рекомендую. Да, вот так вот. Отлично. Ну, ты, видимо, не надо было тебе просто остаться там же, да? Супер. Смотри, зарплата. Так. Можно, пожалуйста, Анастасия, я возьму у вас микрофон. Напомни, как тебя зовут? Кирилл. Все запомнили, да, у нас 2 Кирилла. Да? Елена, как кого зовут? Напомните. Кирилл? Кирилл? Не помню. Раиль? Нет. Аделя и Анастасия. Все, супер, друзья друг друга запомнили. А как меня зовут? Кто помнит, как меня зовут? Плюс 5000 сразу. Записывайся, плюс 5000. Супер. Есть у нас люди, которые это помнят. Так, смотри, что мы делаем? Возьми, пожалуйста, микрофон. Давай с тобой действие сделаем. Я сейчас, получается, Потом плюс возможность. 5000. Что? У меня будет возможность, да, получается? Да, сегодня? будет возможность, но что ты делаешь по маркету? Давайте посмотрим сначала на возможность, а потом уже... Я уже решил... Окей, возможность. Дима, возможность. Видеть возможность. Напоминаю другим игрокам, вы все еще можете купить золото либо доллар. Ну что, косметические услуги для мусульманок. Услуги оказываются дозволенным способом. Стоимость этого бизнеса 875 тысяч. Соответственно, смотри, ты можешь купить долю в 10% и проинвестировать туда 87,5 тысяч. При этом твой ежемесячный пассивный доход будет составлять 35 тысяч рублей. То есть инвестируешь 87, получаешь 35. Я, пожалуй, воздержусь. Я на акциях. Давай посмотрим на доходность, во-первых, здесь. Какая здесь доходность? Доход 40%. 40% в месяц, и в годовых это сколько будет? Годовых это будет, получается, 480. Больше, да, капитализация, если еще возьмем. Капитализация, да. 480% годовых. Это почти как лирика, да, только что предлагали? Ну, да. И ты отказываешься от этого бизнеса? Я пожалуй, воздержусь. Окей, смотрите, очень интересно. Давайте еще порассуждаем. Здесь есть еще один очень важный фактор в этом бизнесе. Смотрите, уважаемые участники, кто меня видит? Аделя, Анастасия, Настя. Как тебе лучше? Настя, смотрите. У нас есть еще один очень важный параметр при принятии решений с точки зрения исламских финансов. Это паритет доли бизнеса и прибыли убытков, которые мы получаем. Обратите внимание, здесь у нас доля бизнеса 10%, а прибыль здесь 20%. Да? И в соответствии с этим у нас с точки зрения именно исламских финансов этот инструмент не дозволенный. Переверни, пожалуйста, карточку. Вот, как раз не дозволен к приобретению при партнерстве, потому что самый важный параметр в исламских финансах – это равенство партнеров. Прибыли и убытки должны соответствующим образом распределяться. А у нас здесь немножко паритет не такой. Ну а вообще сделка, конечно, по 480% годовых, она очень интересная. Итак, всем все понятно, мы сделали каждый по одному ходу. Супер, отлично. Так, сейчас тебе помогут. Итак, для того, чтобы у нас сейчас игра была быстрее, так как мы все-таки уже сделали первый ход, у нас будет на маркет и на принятие возможностей по 1 минуте. Договорились? Давай, твой ход. Давай, беги. Держи. Сделай точный бросок. 4. Вперед. Маркет. Отлично. Кирилл, какие поля ты прошел у нас? То есть 2 возможности, пока они не воспользовались. И самое главное, начисли, пожалуйста, себе дивиденды. Вот. Да, вот здесь у тебя общая сумма должна быть, вот ты ее сюда запиши, чтобы тебе было удобно. И, уважаемые ведущие, маркет меняем. Друзья, у нас изменение цен, обратите внимание, у нас выросли в цене золото и доллары. Отлично, кто успел приобрести их, можно сейчас реализовывать. И изменились цены на активы, обратите внимание. То есть у нас все цены упали, и причем очень сильно. Вот сейчас, держи микрофончик тебе. Ты можешь делать сделки по маркету на текущий момент. Обратите внимание, кто не успел избавиться от квартиры выросли в цене на 10%. Так, что делаем, Кирилл? Так, автомобиль.
То есть наш автомобиль с прошлого года минус 10%. Да, остался, да. Вырос, да, все правильно. Цена вернулась к своему значению. То есть ты можешь просто избавиться от актива. Я пока не держу. Окей, хорошо. Тогда на -1, пожалуйста, по сказать, душевному спокойствию мы перемещаем, потому что остается у нас актив. Так. И сейчас можно выбрать какой актив. Да, при желании. А другие участники вы можете продавать в текущий момент золото и доллары, если вы их покупали до этого. Окей? Рауф? Ага, здесь нужно будет помочь. Так, что, Кирилл, делаем? Я думаю, нужно нападение накопить акции. Какие берем акции? Халяльные. И какие из них? Давай сейчас тогда определим. Oilbase халяльные. Так. Транспорт не халяльный. Так. Iron и Beer. Да. Халяльные. Так. Амерлон. Привилегированные, напомню. Не халяльные. Гастейш. Почти не халяльные. Газы. На грани, да, такие? Алкобай, естественно, нет. Да, ну мы здесь не говорим понятие халяль, не халяль, мы говорим дозволено, недозволено, да, то есть желательно использовать именно в такой интерпретации. Окей, и что мы берем? Я думаю, можно докупить металлург. Да. Окей, сколько? Я думаю, можно 1005. Супер. Сделайте, пожалуйста, Рауфом тогда сделочки. Будем двигаться дальше. Идея игры пришла через руководителя Российского центра исламской экономики и финансов Ансара Валиулла. Он сказал, что в Малайзии есть такая игра настольная, которая обучает по исламским финансам. Вот мы сделали игру. Сначала у нас был тираж на русском языке, потом мы сделали тираж на английском языке за год. Провели много мероприятий, в том числе турнир на английском провели. Там очень масштабный был турнир для стран-членов ОИС. Также мы подготовили уже материалы для татарской версии. То есть мы готовим тираж, еще пока ничего не известно насчет него, но будет интересно, если у нас там и лексика интересная была, то есть тоже было интересно доготовить.